Как гласит поговорка, обещанного 3 года ждут. С получением высокого звания у спортшколы имени Захарова получилось именно так. Воспитанники подтвердили его еще в сентябре 2017 года эффектным выступлением на первенстве России в Пензе. В 2017 году представительница спортивной школы нашей карате Игнатенко Катерина, она участвовала в первенстве России в городе Пензе среди юношей и девушек 16-17 лет. Заняла там 2-е место. И по данным результатам мы могли подать заявку на получение, так сказать, школы Олимпийского резерва. Но получить звание, как говорится, полдела. Важно его удержать. Подтверждать статус школы Олимпийского резерва достижениями воспитанников нужно каждые 4 года. Так, одно из спортивных учреждений Ухты получало подобное звание, но удержать его, увы, не получилось. У тренеров школы имени Эдуарда Захарова уверенность в силах есть. Штаб тренерский очень хороший. То есть все тренеры с высшей категории. У ребят борются и боксируют на чемпионатах России. И не только на чемпионатах России, но и стараются. То есть раньше, до этого выступали и на Европе, первенстве Европы у нас был победитель, вернее призер в Англии. Так что все будет. Представители всех направлений подготовки здесь показывали высокие результаты с самого основания в 1971 году. В школе теперь уже Олимпийского резерва занимаются боксом, карате, самбо, греко-римской борьбой, шахматами. Причем многие из успешных спортсменов пополнили и продолжают пополнять тренерский состав. Сам директор школы Игорь Ануров, тренер с 30-летним стажем, тоже выпускник школы имени Эдуарда Захарова. Все то же самое. Боремся отсюда. Хоп! Хорошо, Саня придумал. Молодец. Появление школы Олимпийского резерва – значимое событие для отрасли физической культуры и спорта всего муниципалитета, республики и, конечно, для самого учреждения, его тренеров и воспитанников. Статус сам по себе уже говорит о том, что в данном учреждении спортсмены показывают наиболее высокие результаты по сравнению просто со спортивными школами. При выступлении на официальных всероссийских и других соревнованиях к этим спортсменам более, скажем так, тщательное внимание, потому что там уже воспитывается олимпийский резерв. Если просто в спортивной школе мы готовим спортивный резерв, то школа Олимпийского резерва готовит олимпийский резерв. То есть у этих детей есть возможность продвинуться на олимпийский уровень. Не секрет, что высокое звание – это и новые материальные возможности. Так, в республике предусмотрена субсидия для улучшения материально-технической базы именно для школ Олимпийского резерва. И теперь Ухта очень на нее рассчитывает. А еще с выходом на новый уровень у тренеров и спортсменов школы Захарова появилась надежда на воплощение их давней мечты – строительство дворца единоборств в Ухте. Так что главное теперь – держать марку. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.